В рамках мероприятия члены Общественной палаты России подготовили доклад об итогах наблюдательных миссий за 2022 год в 10 странах мира. В их числе Абхазия, Южная Осетия, Ангола, Кения, Ливан, Сербия, Тунис и другие. Презентация объединила дипломатов, представителей МИД России, Центра избиркома, Межпарламентской ассамблеи СНГ. Со стороны Абхазии в презентации приняли участие глава ЦИК Дмитрий Маршания и члены Общественной палаты. Уже лет 15, как мы заключили вместе с Российской Федерацией Общественной палаты меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Конечно, для Абхазии, особенно для Общественной палаты, это большой опыт, особенно когда Общественная палата принимает участие в наших выборах, референдумах. Постоянно мы в контакте. Но я хотела бы подчеркнуть, что такой важный институт гражданского общества, как Общественная палата, для Абхазии вообще не ново, потому что у нас с древнейших времен существовал институт Совета старейшин, и общественное мнение всегда учитывалось, и свобода слова всегда приветствовалась. И в этом смысле, конечно, мы можем сказать, что эти форумы, которые сегодня происходят и у нас в стране, и в Российской Федерации, это еще раз подчеркиваю о том, что мы идем в правильном направлении. В своей речи председатель ЦИК Дмитрий Маршания отметил важную роль Общественной палаты России в наблюдательных миссиях на выборах в Абхазии. Мнение и оценка международных экспертов очень важны, ведь выборы играют значимую роль в становлении суверенной государственности республики. После развала Советского Союза именно волеизъявление абхазского народа привела нас к тому, что мы восстановили свою независимую государственность, и в 1994 году была принята Конституция Республики Абхазия, где была провозглашена суверенность и независимость нашей республики. Также хотелось бы в рамках данной темы отметить, что в 1999 году был всенародно избран первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба. И был проведен референдум, что касается волеизъявления народа, было в данном акте оглашено и был принят акт о государственной суверенитете Республики Абхазия. Как вы знаете, в 2008 году Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия и был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. За последние 30 лет в Абхазии были избраны 4 президента Республики Абхазия и 7 составов парламента. Как вы видите, на основе волеизъявления народа были приняты основополагающие документы и были созданы государственные институты, которые характеризуют Республику Абхазия как правовую, демократическую и независимую страну. В рамках достигнутых договоренностей между общественными палатами Абхазии, России и Южной Осетии 12 апреля состоялся трехсторонний круглый стол в онлайн-режиме. По его итогам было принято решение о развитии и укреплении плодотворного сотрудничества. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение.